В День российской науки в историческом парке «Россия. Моя история» в Якутии состоится фестиваль «Почему в агронауке?». И первой откроется предметно-мультимедийная экспозиция «Все о профессоре Коротове», посвященная 110-летию со дня рождения первого директора Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Михаила Григорьевича Сафронова, замминистра сельского хозяйства ЯССР, начальника управления по делам охотничьего хозяйства, заслуженного зоотехника ЯССР. За время своей трудовой деятельности Георгий Павлович Коротов внес большой вклад в ряд отраслей сельского хозяйства, животноводства, охотничьо-промыслового, клеточного хозяйства в Якутии. Он родился в 1913 году в Шунтарском Алусе. Ну и вот у него очень интересная биография, начиная от того, что он самостоятельно научился писать, читать, и пробился, и закончил в Москве, в Балашихе, Пушной институт, и стал первым профессиональным звероводом, охотоведом, и вернулся в республику, и в дальнейшем он посвятил себя жизни республики. И вот у него были очень интересные области, связанные с охотничьим хозяйством, с восстановлением акклиматизации ондаторы, восстановлением соболя, песца. Ну и он был и заместителем министра сельского хозяйства и курировал охотничье промысловое хозяйство в целом. То есть в дальнейшем он, как вот специалист по животному миру, был назначен директором-организатором Якутского института сельского хозяйства, и с 1956 по 1959 год он был директор-организатор института. Институт был создан из ряда станций и объединен, и стал комплексным образованием, которым сейчас мы уже гордимся. Мы находимся в составе Федерального исследовательского центра Якутский научный центр Сибирского отделения РАН. Георгий Павлович всегда был убежден, что возможности якутского скота, не имеющего аналогов в мире, обязательно оценят. Многие направления, которые он заложил, в будущем стали важнейшими отраслями сельскохозяйственной отрасли Якутии. И благодаря Коротову сейчас народ тоже вот его помнит как настоящего зоотехника, который помог сохранить якутскую породу. В рамках проведения фестиваля «Почему в агронауке» пройдут различные активности – мастер-классы, квизы, познавательные станции, круглые столы. 8 февраля с 10 часов состоится торжественное открытие выставки «Все о профессоре Коротове», в рамках которого пройдет мастер-класс «Методы оценки животных по экстерьеру». Это оценка скота по научным методам. Пройдет дегустация генофондного казенного предприятия «Якутский скот». 11 февраля с 13 часов стартует мероприятие «Все об охоте и охране природы». В калейдоскоп познавательных станций войдут лекции о Красной книге Якутии, туризме и эволюции древней охоты. Департамент охотничьего хозяйства расскажет о правилах охоты в Якутии, а также о свойствах охотничьих собак. По итогам дня для посетителей пройдет тематический квиз. 18 февраля с 14 часов калейдоскоп познавательных станций включит в себя серии научно-популярных лекций, посвященных животноводству Якутии. В завершении состоится увлекательный мастер-класс по изготовлению блюд из местной продукции. Финальный день фестиваля пройдет 24 февраля. С 12 часов начнется круглый стол на тему «Инновации в племенном деле якутского скота». С 14 часов пройдет серия мастер-классов, посвященных теме «Все, что можно сделать из молока». Создание молодого сыра, приготовление кумыса, быппаха в домашних условиях, определение массовой доли жира молока на анализаторе лактан. Вход на выставку свободный. Подробнее о мастер-классах, лекциях и новостях фестиваля читайте в официальных социальных сетях исторического парка «Россия. Моя история». Понимаем, что для народа важно и знание, и развлечение, и чтобы это в увлекательной манере, ну и еще, чтобы они узнали о неких, возможно, рецептурных вещей, которые они могут спросить. Мы еще хотим, чтобы пришли специалисты по особо охраняемым природным территориям, по охотничьим собакам, и вопросы, связанные с выбором питания для животных. Это вот для аграриев очень важно. Возможно, они узнают, какие нужны ветеринарные препараты. Они могут все спросить из первых уст от людей, которые специально для этого придут в выходные дни для того, чтобы просветить население.
Все о прошлом, настоящем и будущем Якутии в историческом парке «Россия. Моя история». Первый и самый масштабный проект истории Якутии. Последние 100 лет, начиная с конца 19 века до наших дней. Выставка «Современная история Якутии» – это синтез современных мультимедийных технологий, арт-объектов и музейных экспонатов, ставших символами эпохи. Знай историю родного края. В рамках празднования 80-летия разгрома советскими бойцами немецко-фашистских войск в ходе Сталинградской битвы в историческом парке «Россия. Моя история» открылся всероссийский выставочный проект «Сталинград. История Победы», посвященный городу, ставшему символом мужества и героизма советского народа в борьбе за будущее страны. В торжественном открытии мероприятия приняли учащиеся средней школы поселка Маган под руководством учителя истории Нелли Сизых. Они исполнили песню «От героев былых времен» с танцем «Вальс фронтовой сестры». Стихотворением «Перекресток» школьники передали эстафету студентам Якутского медицинского колледжа, которые выступили с танцевальным номером «Смуглянка», руководитель Анна Андреева. Торжественное мероприятие открыл своей лекцией Петр Корякин, начальник отдела использования документов Национального архива Якутии. Как знаете, Национальный архив Республики Саха-Якутия издал книгу в свое время про воинов-якутян, участников Сталинградского сражения. И эта книга знаменательна тем, что в ней отражены сведения обо всех наших земляках, участниках этой битвы. Этой великой битвы, в которой полегло очень много солдат советской армии. Но эта битва стала переломной тогда и показала всему миру, на что способна советская армия. А в составе советской армии там было очень много, до нескольких сотен наших воинов-якутян, которые отдали свои жизни, то есть вошли в число безвозвратных потерь. Большой весомый вклад внесли в это достойное дело, в дело разгрома врага, в дело очищения нашей Родины от коричневой чумы. И получается, что эта книга как раз сейчас очень востребована у широкой аудитории, так как она воспитывает и гражданственность, и патриотизм у молодежи. Далее все присутствующие были приглашены на экскурсию выставки «Сталинград. История Победы». Экскурсоводы исторического парка Якутии провели увлекательную экскурсию. История Сталинградской битвы охватила ключевые сюжеты сражения: воздушная блокада, бои на дальних и ближних подступах к Сталинграду, операция «Зимняя гроза», Тацинский рейд, Кольцо, бои за северные районы Сталинграда, Мамаев курган, дом Павлова. Особое внимание в выставке уделено героям Сталинградской битвы. В цифровой экспозиции используются личные архивы и документы участников боев. Торжественное открытие выставки завершилось акцией молодежки Общероссийского народного фронта «Случайный вальс», в котором могли принять участие все желающие и получить возможность обучиться этому красивому виду танца. Это мероприятие очень хорошее. Это, во-первых, дань памяти нашим предкам, которые все-таки отдавали свое здоровье и жизни во время Великой Отечественной войны. Что да, ребята не имели до этого танцевальной подготовки, соответственно, мы постарались выжать максимум из того времени, что у нас было, и получили такой вот результат. Акция проходит уже 5-й год по всей Российской Федерации. Инициатором акции является молодежь Общероссийского народного фронта России. И примечательно, что именно 80-летие Сталинградской битвы всероссийская акция «Случайный вальс» прошла в историческом парке «Россия. Моя история». Сегодня наша команда совместно с содружественными СПО и учебными заведениями, а также неравнодушными ребятами различных возрастов от 18 и выше, провели всероссийскую акцию «Случайный вальс». Почему же все-таки выбран нами именно вальс? В те времена
у людей не было того, что есть сейчас. Дискотек, различных танцполов, да. Люди танцевали просто на улице под аккордеон, в различных аллеях, парках и так далее. Просто прогуливаясь, да, между собой, решили, заскочили на такое собрание, да. Молодежь города Якутска помнит и чтит память предков. И поэтому они с радостью откликнулись на призыв к тому, чтобы прийти и поучаствовать в случайном вальсе. Да. И тем самым мы отдаем дань памяти тем, кто действительно дал нам будущее. Даже в танце мы это показываем. Сталинградская битва – одна из решающих битв Великой Отечественной войны, в которой приняли участие более 2 миллионов человек, развернулась на территории в 100 тысяч квадратных километров. Ее масштаб, значение и последствия для освобождения России трудно переоценить. Пример исключительного героизма советских воинов стал частью нашей истории. Якутия – родина российских алмазов. Только в историческом парке «Россия. Моя история» можно увидеть выставку 100 именных алмазов, посвященной столетию государственности Якутии, включающая в себя 100 крупнейших алмазов, реплик и сертификатов. Уникальные алмазы, которым присвоены имена 25 героев Советского Союза, 35 якутян-героев социалистического труда, анимпадиста Сафронова Алампа и других достойных личностей Якутии. Прикоснись к истории богатства Якутии. Здравствуйте, мне, пожалуйста, билет на современную историю Якутии. Нет, зачем тебе платить деньги, если есть Пушкинская карта, и с помощью него ты можешь приобрести билет. А, да? А как? Давай я тебе сейчас покажу. Давай. Скачиваешь госуслуги, потом регистрируешься, потом скачиваешь госуслуги «Культура». И у тебя там будет автоматически 5000 рублей, которые ты можешь потратить на музей, в кино и на концерты. Как круто! Не тратьте деньги, есть Пушкинская карта!